В своем недавнем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. По словам президента, он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации и в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. Я прошу правительство совместно с комиссией Госсовета по социальным вопросам, по социальной политике, регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Работа Государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи простым, по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии. Президент отразил ряд вопросов, реализация которых должна осуществляться в органах исполнительной власти, в частности, социальной защиты населения. Президент сказал, что за каждым гражданином, принимавшим участие в специальной военной организации, будет закреплен социальный работник. Социальные работники – это наши подведомственные учреждения, в которых работают социальные работники. Мы ждем указаний методических, как напрямую на местах эта работа будет осуществляться. В региональном Минтруде рассказали и о мероприятиях, направленных на реабилитацию ветеранов боевых действий в рамках реализации нацпроекта «Демография». В республике в течение этого года будет завершено строительство второго спального корпуса для нужд ГБУ «Дом ветеранов». Это подведомственное Минтруду учреждение. В настоящее время коечный фонд учреждения составляет 80 мест. Из них 50 – это новый спальный корпус, построенный в 2020 году. 30 мест – это старый корпус, который нуждается в капитальном ремонте, вопрос по нему решается. И новые дополнительные 50 койко-мест, которые будут в рамках реализации нацпроекта «Демография» построены в этом году. Соответственно, нам позволит увеличить количество людей, которым одновременно в учреждении будут оказываться реабилитационные услуги. В первую очередь, это ветераны боевых действий, инвалиды и приравненные к ним граждане. Владимир Путин предложил также дополнительно проиндексировать минимальный размер оплаты труда. Президент напомнил, в 2022 году МРОТ был повышен дважды в сумме почти на 20%. Это стало результатом его внеплановой индексации на 10% с июня в связи с санкционным давлением. На аналогичную величину были увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров. Продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей. Подчеркну, перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача – обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор. Точка отсчета здесь – это минимальный размер оплаты труда, как мы хорошо понимаем. В прошлом году он был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля. Президент отметил, нужно активнее использовать подобный инструмент, чтобы в семейном бюджете оставалось больше средств. И далее Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, направил еще ряд нескольких задач, направленных на улучшение качества жизни семей. О том, что поставленные президентом стратегические задачи федерального, местного, муниципального значений должны выполняться неукоснительно и в срок, неоднократно сообщал и глава региона. И к этому вопросу в Ингушетии уделяется особое внимание. Адам Мережков, Хамзат Халухоев. Новости 24.